Миллиард 350 миллионов ежегодный бюджет. Конечно же, львиная доля этого бюджета – это зарплатный фонд. Вы же понимаете, параллельно мы должны закупать лекарственные средства, параллельно мы должны оплачивать лечение наших граждан за рубежом, кого мы направляем, особенно на высокотехнологичные операции, которые у нас произвести невозможно. Также мы должны оплачивать свои долги текущие. Параллельно мы должны закупать оборудование в медицинские учреждения республики. Естественно, этого бюджета недостаточно для того, чтобы организовать достойную медицинскую, доступную, высококвалифицированную помощь на территории Абхазии. Нам надо оснастить все наши лечебные учреждения, насколько это возможно, передовыми технологиями. Это касается, естественно, и медоборудования, это касается самого технического состояния самих зданий медицинских учреждений. Говорят, что мы планируем глубокие изменения, глубокую модернизацию отрасли медицинской. Мы не начинаем с нуля. У нас есть дорожная карта по развитию здравоохранения Республики Абхазия на 25-27 год, совместно разработаны с Российской Федерацией. В том числе это закон о здравоохранении Республики Абхазия, это о подзаконных актах нового закона нашем о здравоохранении. Также меры по повышению эффективности работы медицинских учреждений на территории Республики Абхазия. Есть меры, которые уже реализованы, есть меры, которые еще в процессе реализации. Например, планируемое строительство Республиканского кардиологического центра уже завершен, покупка ангиографа, эксплуатация уже завершена. Также завершится в июне, в первых числах июня следующего года строительство детской республиканской больницы. Это все совместные проекты. Также реализован проект усиления кадрами лечебных учреждений республики в пик курортного сезона российскими специалистами. Как вы знаете, с 1 июля этого года у нас к работе приступили 18 специалистов узкопрофильных в лечебных учреждениях нашей республики. Приступили к работе и будут вахтенным методом находиться на территории, трудиться в течение 3 месяцев, то есть в пик курортного сезона. Также у нас реализуется совместный проект льготной закупки медицинского оборудования и препаратов. В свете этого идет разработка у нас на сегодняшний день закона об ОМС и ДМС. Это имеется в виду обязательного медицинского страхования и добровольного медицинского страхования. То есть это дополнительная возможность финансирования сферы здравоохранения из этих источников. Прежде всего, мы должны идти по пути от гарантирования объема бесплатной медицинской помощи гражданам. Это такой объем помощи, который гарантирует государство. Особенно это касается экстренной медицины, экстренной помощи, родовспоможению. Это касается также социально опасных заболеваний, это касается здоровья людей с ограниченными возможностями, то есть инвалидов. В первую очередь мы должны позаботиться об гарантированной бесплатной медицинской помощи гражданам. И после этого следующим этапом, конечно, надо будет вводить и платные услуги.